Маленький мук!
Я слышал, ты насмехаешься над уважаемым внуком, строго сказал отец. Садись, я расскажу тебе его историю, и тогда ты не посмеешь больше смеяться над ним. В Никее все спокойно. В Никее все спокойно. В Никее все спокойно. Иди куда хочешь. Больше я тебя кормить не стану. Забирай свою чуму, халат и убирайся вон отсюда, маленький карлик. Если бы ты знал, у меня умер отец, а тетка выгнала меня из дома. Она сказала, что я никому не нужен. И чтобы шел, куда глаза глядят. Пес! Меня зовут Маленький Мук, а тебя, пес? Как тебя зовут? Ты не знаешь? А куда же ты идешь? Тоже не знаешь. А тогда, пес, пойдем вместе.
меня заодно накорми. Пожалуйста. Заодно? Ну так и быть. Я тебя сегодня накормлю. Ты со мной согласен, что нельзя хранить человека каждый день
платить ему за службу. Куда ты меня зовешь? В ту маленькую комнату? Но она туда никого не пускает. Пёс! Посмотри, какие здесь платья! А какие старинные вазы! А это что? Посмотри! Какие большие туфли! Пёс! Я возьму их! И все сразу увидят, что я уже не ребенок! Пёс! Они волшебные! Я лечу, пёс! Прощай! Туфли! Стойте! Я больше не могу! Этот мир, эти горы, долины, моря, как волшебный фонарь, словно лампа, заря, жизнь твоя, на стекле нанесенный рисунок, неподвижно застывший внутри фонаря. Мне приснился очень странный сон. Я видел странника, и он мне сказал: маленький Мук, это волшебные туфли, и если ты ударишь каблуком 3 раза, то сможешь перенестись куда угодно. Вот бы попасть в большой город, во дворец к султану, я бы нанялся скороходом. Проверю, правду ли он мне сказал. 1, 2, 3. Я лечу! мой повелитель. Сами! Очень смешной уродец. Очень смешной уродец. Как звать тебя, карлик? Мое имя Маленький Мук. Маленький Мук. Зачем пожаловал?
Маленький Мук, теперь я знаю твою тайну. Маленький, побегал! Ты кого хотел обмануть? Меня? Самого султана? Брать! Мы попали в сей мир, как в селок воробей. Мы полны беспокойства, надежд и скорбей. В эту круглую клетку, где нету дверей, мы попали с тобой не по воле своей. Несчастный я несчастный. На кого я теперь стал похож? Как мне теперь людям показаться? Что со мной происходит? Уши уменьшились. Я понял, если съесть большой орех, то уши увеличатся, а если маленький, то они уменьшатся. Возьму один мешок больших орехов, а второй мешок маленьких. А теперь в город. Очень большие. Они у тебя сладкие. Очень сладкие, господин. А сладкие орехи. Сладкие орехи. Это будет хорошее лакомство для повелителя. Ладно, сколько ты за них хочешь? Да недорого, господин. Здешних цен я не знаю, да и орехов вокруг ни у кого нет. Недорого. 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 Орехи, орехи. Ладно, я у тебя их беру.
А что у нас сегодня на сладкое? Поздравь главного повара. Ой, повелитель, на сладкое у нас сегодня орехи. Орехи! Несите их скорее сюда! Что ж, попробуем орехи. Я так люблю орехи! Попробуй и ты орешек, главный привратник. Ой, действительно, очень вкусные орехи! Сладкий орех. Мамочка! У тебя выросли уши! Смотрите туда! И у привратника выросли уши! И у тебя тоже моя тоже. Какой кошмар! Лучше сходи свою медицину на привратника. Ну как? Очень твердый. Ой, медицина здесь Я слышала, у повелителя случилось большое несчастье. Не прячьте свои уши, господин привратник. Я знаю, что они у вас твердые, длинные. Об этом уже весь город говорит. А ты что, доктор? Да, я могу вас вылечить. О, мой повелитель, доктор! А как же она вылечит? Как-то мои доктора ничего не смогли помочь. А вот так. Съешьте, господин привратник, этот маленький орешек. Такой маленький. Смотрите, у привратника исчезли уши! Чудо! Чудо! Это чудо! Ой, спасибо тебе, доктор. Ой, спасибо. О, волшебник, я тебе отдам все свои сокровища. Только не забавьте меня от уродства. Меня я требую! О, мой повелитель, позвольте мне взять эти туфли. Туфли? Отдай волшебнику туфли! Скорее дайте их ему! Лечи! А теперь смотри. О, маленький мук! Маленький мук! Маленький мук! Да, это я. Ты прогнал меня, злой султан, и так бессовестно отплатил за мою службу. Так оставайся же теперь навсегда с длинными ослиными ушами, и пусть над тобой весь народ смеется. Султан с длинными ушами!